Здравствуйте. Круглый год страна живет по главному финансовому документу, государственному бюджету. Прошел первый послековидный год. Относительно стабильный. Правда, в зимний период энергетические проблемы ощущались чрезвычайно остро. Летом засуха нанесла немалый ущерб сельскому хозяйству. Каким был финансовый год, 2022 год? И чрезвычайно важный вопрос – чего ждать от нового бюджета в программе «Аргама». Поговорим об этом с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба и председателем комитета по бюджету и бюджетному устройству парламента Народного собрания Беслана Халваш. Со мной ведут программу сегодня журналисты Анна Гуня и Роберт Жопуа. Каким был финансовый год? Каково исполнение бюджета 2022 года? Владимир Валерьевич, вопрос к вам. Добрый день. Я бы, наверное, начал с основной, главной темы прошедшего года о том, что государственный бюджет нашей страны исполнен с превышением. Эта намеченная тенденция уже на протяжении последних лет дает нам основание, что финансовая система нашей страны достаточно устойчивая. Как и в 2021 году, соответственно, и в прошлом финансовом 2022 году продолжалась работа по стабилизации бюджетной системы еще на основании решений президента нашей страны, указа президента в 2020 году, когда, как вы правильно заметили, у нас были нестабильные финансовые времена, связанные с заболеванием коронавируса. В этой связи и в 2021, и в 2022 году продолжалась работа по мобилизации доходов в бюджетную систему. Продолжались меры, установленные указом, о котором я сказал, по оптимизации расходов, по исключению неэффективных и нерезультативных расходов. Вот эти все компоненты и меры привели к устойчивости бюджетной системы. Если говорить о конкретных цифрах, то, наверное, я коротко о них скажу, об основных. Государственный бюджет за 2022 год в целом исполнен с профицитом в 400 миллионов рублей. Годом ранее, то есть в 2021 году, такие параметры были в республиканском бюджете только плюс 143 миллиона рублей. То есть идет заметный темп роста пополнения доходов, соответственно, и такое исполнение с профицитом. Если говорить прямо о доходах, то доходы исполнены в объеме 13 миллиардов 700 миллионов поступило в государственную казну. При этом прогнозные показатели оценивались в объеме 12,5 миллиардов. В этой связи на 1,2 миллиарда у нас превышение. Это достаточно хороший показатель, который нам дал возможность в 2022 году не прибегать к источникам финансирования дефицита. 2022 год, как и 2023 год, как и предыдущие годы, определялся, соответственно, законами Республики Абхазия о бюджетах на соответствующий финансовый год с дефицитами. Так вот, я часто об этом говорил, потому что уровень дефицита 2023 года повышен, кстати, незначительно, но все-таки повышен, не является критическим, я об этом позже, наверное, скажу. Но бюджет 2022 года, с учетом его значений, определен с дефицитом 1,2. И вот показатели исполнения нам позволили не прибегать к заимствованию и обеспечивать все предусмотренные расходы. Очень, наверное, важный компонент такой, что бюджет нашей страны за 2022 год, его доходы, я сейчас говорю преимущественно о доходной части, по отношению к 2021 году превышен на 2 миллиарда 165 миллионов рублей. Когда мы обсуждали итоги исполнения 2021 года, мы характеризовали, что 2021 год у нас очень хорошо был исполнен. И мы сегодня говорим о 2022 году, что он еще лучше, чем 2021, аж на 2 миллиарда рублей. Конечно, в структуре бюджета есть разные источники формирования доходов, в том числе российская финансовая помощь. Но мы, соответственно, оцениваем исполнение бюджета
в зависимости от источников. Если говорить о собственных доходах, Это важно. в 2022 году мы их ожидали на уровне 6 миллиардов 700. Поступило в государственную казну 8 миллиардов рублей. Это достаточно хороший, на наш взгляд, показатель. Ну, конечно, еще в этом смысле очень много надо работать. Но оценка, которую мы ждали, она даже превышена. Вот что хотелось бы прежде всего сказать, на 118,9% выше, чем прогнозировались наши доходы. Ну, сразу же напрашивается вопрос, с чем связано перевыполнение? Да, несомненно, об этом я начал говорить и скажу о том, что факторами, которые привели к мобилизации доходов в бюджетную систему, явились такие, как расширение налогооблагаемой базы. Это очень хорошо, потому что мы видим по отдельным отраслям экономики базовые индикативные показатели значительно выросли. Это первое. Второе. Постановка на налоговый учет налогоплательщиков, которые ранее не находились на налоговом учете. Меры по увеличению финансовой дисциплины, по стабилизации администрирования, качества администрирования. Там с каждым годом все больше и больше в этом направлении ведется работа. И я сразу хочу сказать, что в этом плане, в том числе и законодатель нам помогает очень значительно. Планы на текущий год тоже очень такие масштабные. Полагаем, что они будут реализованы в 2023 году. Начинает активно усовершенствовать или продолжает усовершенствоваться законодательство. Законодательный орган власти ровно точно так же, как республиканского уровня, так и местного уровня принимают решения, которые приводят к увеличению доходов бюджета. Это надо продолжить. Потому что мы пока живем в условиях дефицита, значит, нам надо искать дополнительные источники. Несомненно, налоговые доходы 2022 года превысили также ожидаемую оценку, ровно точно так же, как и таможенные платежи. Я, наверное, могу отметить особую роль в структуре доходов бюджета с превышением. Это, я часто тоже говорю, мы все знаем, публичные документы. Лидирующую роль занимает налог на добавленную стоимость, который поступает только в республиканский бюджет. Но если исключить республиканский бюджет, что же является основным доходным источником бюджетов наших территорий? И очень хороший показатель, что именно прямые виды налогов, которые формируют доходную базу, такие как налог на прибыль, подоходный налог является главным компонентом в структуре доходов местных бюджетов. 40% от общего уровня доходов местных бюджетов составляет налог на прибыль. Мы все с вами прекрасно знаем о том, что когда идет рост прямых налогов, то есть это говорит о том, что налоги поступают с доходов, то есть предприниматель готов их отдать по ставкам, установленным законом. И чем больше в бюджетную систему поступает, это свидетельствует о темпах, в том числе повышения экономических показателей, валового внутреннего продукта, самого вида налогов. При этом ставка налога не поменялась в нашей стране, но мы видим за год 25% рост доходов. Мы анализируем очень часто доходы год к году. Здесь хочется особо отметить, что в некоторые периоды у нас доходная часть, начиная от 16, 17, 18 годы, не выполнялась, не исполнялась в полном объеме. Да, этому есть, наверное, объективные причины, но если брать с учетом пятилетки, 21-22 год значительно все изменил, значительно картину изменил. Если мы, к примеру, в 2015 году получали 1,8 в республиканском бюджете миллиардов рублей, то сегодня мы уже 5 получаем миллиардов. Вот такой короткий небольшой период, причем я всегда на это обращаю внимание, что законодательство ни налоговое, ни какое-либо другое, таможенное, которое приводит к увеличению доходов, за исключением одного вида налога, в 2016 году налог на добавленную стоимость введен, он привел к увеличению и все, потом стабильность.
16, 17, 18, 19 одна и та же сумма. А 21, 22 при такой же ставке, но со значительно другим качеством администрирования мы получаем эти платежи в значительно большем объеме, что нам позволяет обеспечивать финансово основные задачи и функции государства. Прямо могу сказать о Министерстве по налогам и сборам. Здесь кропотливая работа. Мы вот на острие находимся постоянно во взаимодействии. Там работы много еще. Причем работы такой, которая не усугубит ситуацию, не даст нагрузку на бизнес, в том числе не даст нагрузку и на труд, как мы его называем, на фонд оплаты труда. Аналогичная ситуация и в Государственном таможенном комитете, который администрирует платежи. Мы сегодня видим, правда, по некоторым позициям, по таким как подакцизным товарам мы не получили то, что ожидали, но по другим платежам таможенным здесь есть рост. Поэтому надо предметно каждой позиции подходить, предметно ее изучать, тогда будет результатов еще больше и еще лучше. У нас в 2022 году несколько раз менялись бюджеты. Республиканский бюджет вносились изменения в него. В местные бюджеты порой 3-4 раза вносились. Я могу откровенно сказать, что изменение параметров бюджета, особенно местных, не имело места быть. В плане расходования. Да, в плане увеличения расходов, потому что стали поступать доходы. Вот это очень важный аспект, на который я хотел бы обратить внимание. То есть в этом случае территории, главы администрации, руководители местных органов самоуправления, депутаты местные, они не ждали, чтобы эти деньги оставались на счетах. Они видят проблемы, заботы, хлопоты района и тут же предлагают новые расходы. Но это же очень хорошо. И вот несколько раз вносились изменения в бюджет. Если сравнивать итоги исполнения 2022 года к первоначальным, то у нас исполнение не 110%, а 133%. Это вообще фантастические данные на сегодняшний день. Об этом, наверное, хорошо говорить, да? Но надо стремиться к еще большему. Мы часто в информационном пространстве озвучиваем, да, вот эти показатели. Ну, конечно, есть многие люди, которые понимают, что это такое. Но есть в обществе какие-то, ну, такие нигилисты, скажем так. Вот это люди, которые вот, они слышат это, и они начинают даже возмущаться. А где мы это почувствовали? Да? Где же мы это почувствовали? Вы говорите, вот какие достижения, вот какие показатели. И где же простой человек это почувствовал? Вот и мне хотелось бы как раз-таки, наверное, вот в этом ключе, чтобы вы поговорили. Заработали. Это хорошо. Больше гораздо, чем планировалось и так далее. Это хорошо. Это, наверное, плюс финансовой дисциплины в стране. Все понимаю. Но куда эти деньги уходят? Но простые люди, вообще люди все, любой человек, он, если он бюджетник, тем более, он хочет почувствовать на своей заработной плате, еще на чем-то и так далее, и так далее. Но понятно, что в государстве много проблем, которые надо решать, поэтому куда уходят эти заработанные деньги? Спасибо за вопрос. Совершенно справедливо обращаются люди, граждане нашей страны о том, а как же это отразилось на качестве жизни наших граждан. Основная цель и задача государственной экономической, социальной политики, ну, несомненно, это, да, улучшение качества жизни и благосостояния нашего населения. Несомненно, расходы государственного бюджета, вот я одной, наверное, емкой фразе скажу, а потом по направлениям, исполнены были на очень высоком уровне, 95,8%. Причем по отдельным позициям они исполнены со значительным опережением. То есть это не только даже, к примеру, в конце года они были, они уже были на стадии 8, 9, 10 месяца полностью исполнены. Это характеризует, еще раз вернусь к тому, что у нас накопились доходы. Ну, поподробнее, наверное, я скажу о том, как тратились государственные деньги, в данном случае республиканского бюджета, закон, который принимается парламентом.
Если, наверное, начнем с социального блока, так, наверное, будет справедливее, потом перейдем к другим направлениям. В социальной сфере. Вот у нас были такие объемы в 2020 году, 147 миллионов рублей мы тратили на мероприятия в сфере здравоохранения. 2022 год 490 миллионов рублей. Это бесковидные, там вот такая история. Вот, тратили на эти цели. Ну, это говорит о том, что государство в 2022 году начало больше тратить денег на обеспечение защиты здоровья наших граждан. То есть, как таковых граждан больше стало. Мы обратили внимание на уровень инфляции, на уровень роста оказываемых медицинских услуг. Там такого нет. Если можно сказать, к примеру, мы там обеспечили финансирование 150 человек в 2020 году на сумму там 140 миллионов рублей, и 150 человек в 2022 году на 490. Нет, там гораздо выше было обеспечено лечение за пределами Республики Абхазия. 368 человек получил. У нас в системе здравоохранения очень хорошая сложилась практика обеспечивать финансированием через программно-целевой метод. Мы знаем, что работает там 5 программ. Особо хочу остановиться на кадровом обеспечении. 64 молодых человека учатся за счет средств государственного республиканского бюджета в медицинских учреждениях за пределами нашей страны, ну, разумеется, преимущественно в Российской Федерации. Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с заключенными контрактами Минздравом с этими вузами. Так вот, 2022 год 64 человека, 12,5 миллионов рублей направлено. Лекарственные препараты для лечения наших граждан, 108 миллионов рублей направлено. Программы системы здравоохранения. Вчера было заседание, кстати, правительства. Мы на этом заседании обсуждали вот как раз эти направления, где четкие были даны конкретные ориентиры о том, что это являются приоритетными расходами государства. Одновременно развивая и систему здравоохранения в нашей стране. У нас же задача не стоит деньги тратить государственные для того, чтобы оплачивать лечение за пределами. И внутри надо. Но есть, конечно, аспекты, которые являются, там, к примеру, высокотехнологичное медицинское обслуживание. Но оно пока в республике недоступно, будет, наверное, со временем. Вот эти, кстати, Вот 108 миллионов. да. Вот 108 миллионов вы сказали на приобретение препаратов медицинских, на лекарства, да? Лекарства, оборудование там еще небольшое. Оборудование тоже, да? Да. Оборудование приобрели необходимые, ну, на память так, приобрели необходимые, значит, медицинские инструментарий, инвентарь в Национальный онкоцентр, в Республиканская больница получают соответствующее оборудование, там республиканская как таковая целиком, там и родильный дом, разумеется, республиканская детская больница, ну и так понемножку как бы каждое учреждение системы здравоохранения. 2023 год у нас тоже прогнозируется с ростом таких расходов. Ну, полагаю, что ключевая задача в сфере здравоохранения, обеспечения здоровья и его защиты наших граждан, ну, по возможности, председатель комитета знает, как и сам принимает активное участие, когда мы рассматриваем подобные вопросы. Там безотлагательная и безусловная поддержка, когда расходы на эти цели растут. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь, мы должны опираться и на свои возможности. Опираться в том числе на свою медицину. Ее тоже надо значительно... 64 человека учатся за счет Средств государственных... бюджета, да. Вот они вернутся на работу в Абхазию? Или они все-таки... У нас же был такой опыт, остаются там, не У нас был возвращаются? такой опыт, совершенно справедливо. 64 человека, которые, значит, обучаются за счет средств государства. Очень большая надежда, что они найдут трудоустройство в нашей стране. Ну, я имею в виду в сфере здравоохранения. Очень надеемся. Поэтому полагаем, что и, соответственно, условия надо создавать для них. В некоторых странах и государствах есть такие меры обязательные. Не возвращаешься в страну, не работаешь, как говорится, на территории Республики Абхазия, начинаешь возвращать средства, которые государство потратило на обучение. Ну, у нас здесь, наверное, пока еще такая функция, ну, она
в обозримом будущем тоже будет введена. Хотелось бы, это же надо делать обоюдно. Если сейчас об этом сразу скажешь, но не всегда условия есть для работы соответствующие. Надо подготовить условия и потом уже двигаться. Я немножко продолжить хотел бы в сфере просвещения. Мы как-то, если так предметно смотреть, там тоже достаточно масштабные расходы были проведены, на наш взгляд. Вот 11 миллионов рублей, 34 мероприятия были профинансированы. Министерство просвещения активно занимается программами в своей области. И вот, значит, тоже мы, когда говорим слово «мероприятие», для нас подразумевается, что за каждым мероприятием стоит огромное количество людей. То есть эти деньги, по сути, доходят до людей. Мероприятие-то реализуется, но ими пользуются конкретные люди. Преподаватели, там еще другие специалисты, эксперты, тот, кто занят в этой сфере. То есть помимо того, что само мероприятие, как обозначено, и того потрачено, за каждым мероприятием находятся наши граждане. Министерство культуры. 52 мероприятия на 13,5 миллионов рублей в сфере, значит, культуры и искусства были проведены на территории нашей страны. Тоже республиканский уровень. Средства были на эти цели потрачены. Наверное, очень животрепещущая тема предоставления жилья. Это тоже очень важный аспект, на мой взгляд. Здесь процедуры, когда Министерство финансов обеспечивает безусловное финансирование после принятия такого решения соответствующей государственной комиссии и при наличии, значит, удостоверения участника этой программы. На эти цели в 2022 году было направлено 40 миллионов рублей. 52 участника получили сертификат, который обеспечен финансированием. Кстати, по предложению, в том числе и депутатов Народного собрания, соответственно, мы рассмотрели это на правительстве, оценили возможности наши, прежде всего оценили социальную направленность этих расходов 2023-2025. Расходы на эти цели увеличиваются по 20 миллионов рублей ежегодно. То есть 60 миллионов рублей на 3 года будут увеличены на эту программу «Жилье 2022». 108 миллионов, почему вот я на это обратила внимание. Кстати, и раньше, многие годы назад, вот когда я в парламенте тоже вот была депутатом и так далее, пыталась и тогда, в общем-то, разобраться. Вот государство во все времена, даже самые тяжелые, старалось вот значительную сумму, опять же, все в сравнении, да, вот выделить на приобретение, вот, скажем, препаратов, да, лекарств для наших медицинских учреждений. И многие годы мы наблюдаем за тем, как во многих медучреждениях приходит пациент, и ничего он там не получает абсолютно. Слушайте, сразу же тебя отправляют на покупку там шприца, еще чего-то, элементарных вещей, элементарных. И поэтому меня всегда это поражало. Государство финансирует, такие серьезные суммы выделяются на это. И почему это до пациента не доходит? Я не говорю о том, что там дорогие какие-то препараты и прочее, что государство все это может финансировать. Конечно, нет. Но на минимум, на какие-то базовые вещи государство вот из себя выдавливает и дает. И почему до пациента не доходит, мы не можем понять. Я хочу отметить абсолютно другое. Я начала понимать, что что-то вот изменилось, и изменилось в связи с ковидом, кстати. Вот сегодня в нескольких больницах, медучреждениях Абхазии мы, да, журналисты, наблюдаем очень интересную вещь. Инфекционная больница. Люди, которые жалуются на здоровье, там недуги разные, им не нужно идти в инфекционную больницу, им надо в другую больницу рядом. Они все рвутся в инфекционную больницу, потому что ты туда попадаешь, мы наблюдаем там островок коммунизма. Ты попадаешь туда, и тебе сразу же не дают список препаратов, и бегом не отправляют в аптеку. Анализы. Бесплатно ты вот в больнице. И более того, трехразовое питание. Боже мой, по-моему, даже в советское время такого не было. Это в одной вот отдельно взятой больнице.
ситуация изменилась в онкологической больнице. Да. И мы по отзывам людей вот судим. Мы слышим много положительного об Очамчирской вот больнице. По-моему, неплохо и в Гудаутской больнице тоже в этой связи. О чем я говорю? Государство выделяет деньги. В бюджете все это закладывается. Ну да. Ты правильно сказала, там, где был ковидный госпиталь. Они прошли, вот медики тоже прошли такую школу, они выдержали это испытание. Я думаю, что наша страна, все вместе, да, вот выдержали это испытание, и они получили опыт очень ценный. Они, по-моему, по-другому начали относиться к своей работе. И самое главное, видимо, что-то изменилось с финансовой дисциплиной. С моей точки зрения, важное предназначение бюджета, одно из предназначений, я не специалист, да, это вот как бы финансовое принуждение или принуждение к финансовой дисциплине. Почему, скажем, в инфекционной больнице они находят средства для того, чтобы люди себя комфортно чувствовали в этой больнице, получают необходимую помощь и не чувствуют себя униженными и так далее, и так далее. Почему этого не происходит в других местах? Ну, в целом, хотела сказать о том, что это очень важно, вот то, что вы направляете, чтобы оно дошло вот по адресу. Совершенно верно. Меры по усилению финансовой дисциплины всегда дают результаты. Всегда дают результаты. И в этой связи мы будем продолжать это осуществлять, но в отношении заботы о наших гражданах через систему здравоохранения, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что это главная задача, одна из главных задач в реализации социальной политики нашего государства. Здесь нужно мгновенно реагировать на эти цели. Вот я повторюсь, проходят у нас совещания, встречи, консультации среди коллег, межведомственное взаимодействие. Мы постоянно об этом говорим. Задачи ставятся, деньги нужно направлять, чтобы люди получали медикаменты. Конечно, на всех средств столько нет, но первичная помощь, наверное, все-таки будет обеспечиваться в должном порядке. Вот вы примеры привели. Конечно, это не может не отразиться примером для других учреждений. Полагаем, что так и будет дальше продолжаться. Меня интересует вот какой вопрос. Были нарекания к бюджетным зарплатам, проводили оптимизацию в госучреждениях, сокращали штаты. Что выявила эта проверка? Есть результаты? Несомненно, есть результаты, о них тоже публично было озвучено. Мы обратили внимание, что несоблюдение несоблюдение трудового законодательства привело к ущербным результатам. Всем известно, что основная категория работников бюджетной сферы, я еще раз повторюсь, в социальной направленности, там образование, культура, спорт, здравоохранение, разумеется, они софинансируются. Софинансирование. Часть платит Республика Абхазия, часть платит из средств российской финансовой помощи. Но нарушение трудового законодательства выявило, что на 369 миллионов рублей в Республике Абхазия, мягко скажем, неправомерно были использованы средства. Мягко я говорю, неправомерно. Это говорит о том, что есть риск, что на эту сумму могут быть сокращены расходы по заработной плате. Это вот как с пенсиями произошло. Совершенно верно. 369 миллионов рублей – это только российская часть. Да, там более 1,5 штатов нельзя, но вместе с тем у меня нет законного основания, будучи у него там трудовая книжка у меня лежит, то есть все документы в порядке, и у меня нет никаких правовых оснований, насколько мне юристы объясняют, и вот там каким-то образом там ограничить, перевести на полштата заставить, и даже если я знаю, то есть у меня нет подтверждения, как с этим быть? Я в этой связи, наверное, прокомментирую трудовое законодательство. Дело в том, что откуда мы полагаем 1,5 штатной единицы. Это все установлено трудовым законодательством по ограничению продолжительности времени
трудового там, рабочего дня. Вот это важный аспект. А в отношении софинансирования у нас даже соглашение подписано, межведомственное соглашение подписано об ограничении значит, количества занимаемых ставок, 1,5 штатной единицы. Я о чем хочу сказать, говоря об этом. Мы, нарушая свое законодательство трудовое, дошли до такого, что это надо было указать в межведомственном соглашении. Но это же, наверное, не совсем правильно. действительно. Ну, Сильно Да, очень. конечно. А вот эта сумма, которую вы назвали в результате там за 300 миллионов, это кто-то должен компенсировать России? В этом смысле, значит, я хочу сказать, наверное, как это происходит. 369 миллионов рублей. Эта проверка осуществлялась не за один финансовый год, за предыдущие годы, причем реализация этого соглашения там с 2016 года началась. Но сегодня говорить о том, что средства использованы или там, как мы скажем, там, хищение какое-то, так не классифицируется, использованы не по назначению, хотя по сути это имеет, наверное, место быть. Но сейчас этот объем, если у Республики Абхазия будет уменьшен, тогда Республика Абхазия, как говорится, реверсно должна обратиться к гражданам, которым выдали эти деньги, и у них удерживать. Ну так, да, вроде бы, как бы, по логике. Это то Но же пока самое, так не вот, ставится вопрос, да, да? пока так не ставится вопрос, но есть высокий риск и опасность. Но не ставится вопрос не потому, что он не ставится из-за того, что вот такое может произойти. Это же не говорит о том, что надо так продолжать делать. Вот. И в этой связи финансовая дисциплина – одно из ключевых направлений контрольных органов, те, которые есть в нашей стране. Вот, включая и контрольный орган законодательной ветви Я власти, пострадавшая от исполнительной. оптимизации, должна сказать. Там есть хороший инструмент, на наш взгляд, если брать не ущерба. Мы вот так провели оптимизацию в системе здравоохранения. Ну, не мы провели, а, естественно, соблюдая требования законодательства. Огромное количество штатных единиц было сокращено. Штатных единиц, я говорю, не работников, а штатных единиц как таковых, вот, которые занимали, там, как мы сейчас с вами говорим, один человек, 2, 3, 6, там, ну и так далее. 11, да, вот. Произошла оптимизация, причем заработная плата не была уменьшена, то есть фонд оплаты труда не был уменьшен. И предложение руководителю, ну если вы оцениваете своего работника на 11 штатных единиц или на 8 штатных единиц, ну заплати, он же один у вас получает, ну заплатите за одну штатную единицу столько, зарплата у него там по уровню 28 должна быть, остальное дайте в качестве доплаты. Ну вот некоторые по такому пути пошли. Но для нас немножко непонятно, как можно там заработную плату в 8 значит, окладов или там 11 окладов в одном учреждении. Это только в одном. Уволили этого руководителя? Нет, там не идет речь об увольнении. Там идет речь о том, что надо сейчас пока привести в порядок. Это опасности такие. И это, кстати, по всей стране такое. Не на абхазском телевидении. А? На абхазском телевидении такого Ну, нет. я говорю об учреждениях, которые получают софинансирование. В университете Телевидение не меня получает быстренько Вот я сократили хотела на полштата в родном университете. 2 должности занимать можно, 2 должности, но нельзя занимать 2 штата. 2 должности можно. Вот как мы говорим, 1,5 штатные единицы. Это же по сути 2 должности могут быть. Что самое интересное в этом смысле, мы хотим довести, вот и сейчас я об этом еще раз повторюсь, фонд оплаты труда никто не трогает. Ну нет там угрозы. Мы вот до некоторых учреждений довели, и ничего страшного не произошло. То есть фонд оплаты труда, или по-другому, ежемесячный доход этого работника вообще не уменьшился. Абсолютно не уменьшился. Просто штатной численности стало меньше. Я почему привожу пример по системе здравоохранения? Мы очень ярко обратили на это внимание, когда шли ковидные годы, 2020-2021 год. Ну вот смотришь, там, допустим, позиция врач такой-то там направленности. Ну мы понимаем, что там, вот, условно скажем, 20 таких врачей у нас есть. Ну не дай бог что-то там
риск повысится, мы знаем, что вот по штатному расписанию 20 они все заняты. А потом, когда мы сделали второй шаг, ну, это я условные говорю, мы сделали второй шаг, дайте нам там фамилии, имена, но у нас нет, оказывается, столько. А на этих 20 работает там 12. А не возникнет ли такой момент, когда при сокращении штатных единиц, ну, как вы говорите, при финансировании прежнем, что на следующий год при рассмотрении, там, скажем, бюджета этой организации, там, если сократилось количество штатных единиц, соответственно, и финансирование нет необходимости оставлять прежним, то есть тоже сократим. Фонд заработной платы. Да, то Фонд есть да, скажут, там, понятно. сократили количество штатных единиц. Количество штатных единиц сокращено, вот я приведу просто примеры по 2022 году. Количество штатных единиц сокращено в учреждениях, фонд оплаты труда остался. Ну, я же об этом говорю. Да. Там может перераспределение произойти внутри этого фонда. Да. Вот работник трудится на 2, на 3, на 4 должностях в одной организации. Это только я об одной говорю, я сейчас не хочу, значит, говорить о других. В одной организации получает там 4 должностных оклада. Вот мы говорим, если руководитель принимает, он же принял такое решение, назначить его на 4 должности, правильно? Если руководитель ценит этого работника в такую заработную плату, он же одна штатная единица, заработная плата установлена, вот еще раз повторюсь, там, как по одной штатной единице, а все остальное, что он получал в качестве доплаты дать, у него ничего к худшему не изменится. Но зато мы будем все вместе понимать и согласно законодательству, что это один человек, одна штатная единица. Мы знаем фамилия, имя, отчество. А так у нас получается, один человек работает, а 4... И по стране мы, когда собрали все, общее количество штатной численности, ну, я вам откровенно могу сказать, что такое количество штатных единиц должно обслужить численность населения не менее в 1,5 миллиона человек. Сейчас вот мы там вас прервали, помните, я задавала вопрос, как мы почувствовали там и так далее, вот на что вот эти деньги, вот, которые заработало государство, вы тратите, вот еще, хочу, чтобы продолжили, я помню, что Да, там пожалуйста. много чего было сделано за эти средства. Вот. Да, мы структурировали расходы, я сейчас буду преимущественно, наверное, о республиканском бюджете, потому что это самые масштабные расходы. 14 видов пенсий в стране выплачивается за счет средств пенсий и пособий, за счет средств республиканского бюджета. Вернее, прошу прощения, 14 видов пособий, пенсии, соответственно, пенсионный фонд. На эти цели потрачено 198 миллионов рублей. Это наши собранные средства, это не деньги российской финансовой помощи, это наши абхазские собранные государственные доходы. 8663 человека получило эту помощь. Там, кстати, размер социальных пособий не растет, если говорить. Вот здесь он не растет, да. Но вот собирая такие доходы, направляем на тем людям, которые, значит, по законодательству имеют право получить, ну, по действующим размерам. Пока так. Надеемся, что нам в обозримом будущем, ну, позволит доходная база, если будут приняты соответствующие нормативно-правовые документы, позволит нам индексировать и пособия, и многие другие выплаты. Развитие сельского хозяйства, мероприятия. 2021, 2022, ну и, соответственно, 2023 год. 2 года подряд. 200 миллионов рублей за 2 года по 100 на каждый год. 8 направлений ведется по этой программе. Там очень предметно тоже работает государственная комиссия, которая у нас состоит из представителей Народного собрания, органов исполнительной власти, там, соответствующих управлений, специалистов. Вот, принимаются решения протоколом и потом направляются средства. 100 миллионов рублей, 8 направлений, 162 проекта. Это говорит о том, что 162 проекта на территории нашей страны в селах реализуются. Многие проекты, кстати, их реализацию мы освещали. Да, это... Да, освещали. Мы даже говорили о том, что это в убыток государству. А насколько успешно, я сейчас не знаю, перебиваю диалог или речь Владимира Валерьевича,
уже сколько лет, да, периодически направляют финансовые средства государства на развитие сельского хозяйства, то орешники, то цитрусовые хозяйства, то помидорные эти плантации бесконечные. В итоге потом через время смотришь, нас через границу не пустили, у нас там это сгнило, орешники стоят заросшие в сторону Чамчиры едешь, то есть насколько вообще это вложение оправдывает себя и насколько эта помощь доходит до цели, исполняет эту цель. Ну вот я, говоря о программно-целевом методе, особенность хочу подчеркнуть, вот именно такого подхода к финансированию, вот отвечая на вопрос Роберта. Вот именно в этой программе записаны и ответственность, и самое главное, ожидаемые результаты. Если бы средства направлялись бы без программ, да, без ожидаемых результатов, ну тогда совершенно справедливо. Мы бы там не понимали, что будет, как завтра будет вести себя экономика. Здесь, в этом смысле, ожидаемый результат, вот он, его надо достигнуть. Ежегодно представляется отчет. Но мы все прекрасно понимаем, что капитальные вложения в такую отрасль, как агропромышленный комплекс, да, ну, в данном случае развитие сельского хозяйства, там еще внутри отраслевые направления, они сразу не принесут результат. Это не заработная плата, которая может быть проиндексирована, там, и вот ситуация изменилась. Ты в 2021 году одну сумму получал, в 2022 году сразу другую. Здесь немножко другая история, как мы понимаем. Эти вложения требуют время. Ну, полагаем, что результат будет. А что касается вот внешней конъюнктуры, о чем говорите, там, то граница закрыта, то еще что-то. Это все комплексно, последовательно. Естественно, это не должно зависеть от того, государство вложило деньги в сельское хозяйство или крестьянин не может перевести. Ну, это такая общая задача. Я с удовлетворением хочу сказать, что наконец-то, программа поддержки у нас малого и среднего предпринимательства в стране реализована. Я имею в виду с точки зрения финансового обеспечения. Она реализована тоже, как и предыдущие все программы, программно-целевой метод, государственная комиссия с представителями тех же органов государственной власти и управления, о которых я сказал, как и по программе сельское хозяйство. 47 проектов было одобрено, на эти цели профинансировано 50 миллионов рублей. Очень надеемся, что вот там мы получим ожидаемый результат, эффект. И на следующий год парламент поддержал инициативу главы государства сохранить этот объем на 2023 год. Мы, когда будем видеть ожидаемые результаты, естественно, наверняка, может, уже в последующие бюджетные периоды будем подходить к этому вопросу, наверное, с увеличением объемов. Это тоже очень важно, когда есть так называемый социальный контракт между государством и предпринимателем. В этом случае именно так и произошло. Часть расходов несет государство, часть расходов несет сам, претендент, ну и, в дальнейшем он уже, как говорится, пользователь бюджетных средств. Вот это тоже элемент софинансирования. Вот это тоже очень важные вещи. А если просто давать средства, да, ну, тогда не то, что там риск повышается, там мотивации меньше будет. А когда ты видишь, что участник этой программы тоже вкладывает, вот в данном случае приобретение оборудования 50/50 шло. Наверное, есть обоюдный, как говорится, уравновешенный риск и у государства, и у самого предпринимателя. Животрепещущая тема, наверное, энергетическая отрасль. Да? Ну, давайте. Государство тоже обращает на это внимание. Здесь, наверное, очень важный аспект, здесь консолидация усилий парламента республики, заинтересованных министерств, ведомств. Ну, все, кто у нас представляет государственную власть и местное управление, местное самоуправление, все, естественно, подключены к к этому направлению. Ну, средства республиканского бюджета на эти цели в 2022 году были направлены в объеме 175 миллионов рублей. Вот это прямые бюджетные инвестиции, которые были направлены на поддержку энергетической отрасли.
Мы с вами прекрасно знаем, что энергетическая отрасль поддерживается не только за счет прямых бюджетных инвестиций, я имею в виду собственных, но и реализуются мероприятия инвестиционной программы социально-экономического развития. И здесь у нас тоже полный объем финансирования доводится на эти цели. Здесь надо показать пример, да, и начинать надо с себя. Отсутствие задолженности по платежам за потребленную электроэнергию. Мы с 2021 года внутри в бюджетной системе, в частности на республиканском уровне, и сейчас активно распространяем на местный уровень, наличие задолженности за собой, вот сейчас 23 год совсем активно эта работа будет вестись, наличие просроченной задолженности за электроэнергию повлечет за собой блокировку расходов. Блокировка расходов имеется в виду? Государство, вот если бюджетное учреждение должно за потребленную электроэнергию, причем все справедливо, там акт сверки подписан, ну и так далее, все в порядке, вот, согласны, не платит. Ну, мы в данном случае через систему казначейства такое, конечно, не будем допускать, но если документы мы сами не увидим, если организация не представит, мы и не будем знать, потребила, не потребила. Поэтому в этой связи мы доводим деньги на оплату коммунальных услуг в объеме 100% и тут же следим, чтобы эти деньги доходили сразу до конечной цели. Их несвоевременное, не то что неполное или, не дай бог, вообще в принципе отсутствие, несвоевременное перечисление за коммунальные услуги за собой будет вести, я повторил, такую меру бюджетного принуждения, как блокировка расходов, приостановление операций по счетам. И расходы не важны. Зарплату останавливаем, пока не заплатил за электроэнергию. Ну, надо как-то справедливо к этой истории относиться, раз мы все страной ей занимаем, ну, всеми силами занимаемся. 175 миллионов рублей текущий год, ну вот полностью был обеспечен. Мы в 2022 году обеспечили финансирование, значит, об этом тоже, наверное, стоит говорить, это очень важный аспект. Мы уже поняли до конца, что это такое модернизация бюджетного учета. Об этом очень много сказано в актах контрольных органов нашей страны и Российской Федерации. Ну, практически 5 лет, значит, программа находила свое логическое завершение. Обсуждали механизмы, вопросы реализации, направления. Ну, вот сама программа была принята. Значит, мы довели объем финансирования, и уже в апреле месяце мы будем ожидать пилотные проекты по автоматизации бюджетного учета. Я сразу хочу сказать о том, что мы там 100% изменим ситуацию к лучшему. 100%. Она будет еще лучше. Вот, мы, да, в данном случае я говорю о Министерстве финансов, поэтапное развитие, значит, самой бюджетной системы и в данном случае учета, исполнения бюджета, автоматизация исполнения бюджета как такового через систему казначейства. Но казначейство – это всего лишь кассовое исполнение. Нам надо через автоматизацию бюджетного учета увидеть стоимость имущества приобретенного автоматизированно. Во-первых, это приведет к тому, что ошибок будет меньше совершаться. Мы одновременно проект кадастра ведем, и это является обязательным условием, в том числе рекомендации, даже настоятельные рекомендации наших коллег из Российской Федерации. Полагаем, что завершим успешно. Полагаем, что именно так и будет. Это реализация же на 2023 год? Да, вот программа 2022-2025 год. А вот вы ничего не сказали о компенсации ущерба после стихийных бедствий. Там же немалые Если деньги. вы позволите, 295 миллионов рублей в 2022 году по решению главы государства нашей страны было направлено на оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Вот, а также на ремонтно-восстановительные работы в связи со стихийными бедствиями. Это очень масштабные средства. Мы о них тоже говорили в 2021 году, искали источники финансирования. Поиск был очень такой по времени длинный, но наконец-то мы собственные средства, вот президент выделил очень
так предметно обращает и обращал внимание на такие расходы. Все ресурсы были доведены до получателей. Масштабные средства были направлены на оказание материальной помощи нашим гражданам. Это да. 1924 человека получили материальную помощь. Адресная материальная помощь на лечение, вот, на лицам, которые там попали в трудную жизненную ситуацию. Это каждый случай рассматривается отдельно. Вот. Оказание помощи осуществляется за счет средств резервного фонда президента. Вот. Работает комиссия, соответственно, вносятся предложения, рассматриваются, вот, и потом оказывается помощь. Это основная работа по оказанию социальной поддержки наших граждан за счет средств резервного фонда. Вот такие, наверное, основные направления, которые были проведены через республиканский уровень в 2022 году. Ну, несомненно, нельзя не сказать о том, что заработная плата, значит, в 2022 году повышена. Да, было много возмущений в соцсетях, что педагоги получили по 200 рублей. Вот что это было? Правила начисления выплаты заработной платы, они основаны на трудовом законодательстве. В сфере образования прежде всего основанием для начисления заработной платы служит учебный план и учебная нагрузка. Еще раз хочу повторить о том, что работник системы образования, здравоохранения, неважно в какой сфере он трудится, у него оплата за 1 час идет. Ну, разумеется, если учитель школы имеет 2 часа, он будет получать гораздо меньше, чем учитель, который имеет 15-18 часов. Это очевидные вещи. И когда мы говорим, что средняя заработная плата в сфере образования, ну, преимущественно, значит, педагогический состав среднеобразовательной школы по всем районам не должен, вернее, средняя заработная плата должна составлять 25 тысяч рублей. Это не говорит о том, что каждый учитель должен получать 25 тысяч рублей. Это несправедливый, во-первых, сам по себе подход, потому что человек, который имеет учебную нагрузку одну, и другой, который в 3-4 раза, в 5 раз превышает, у них не может быть 25 тысяч. И у того, это точно не может быть. И я возвращаюсь к оказанию вот этой, к расходам по заработной плате. Только на эти цели было направлено 1 миллиард 313 миллионов рублей. 2022 год. Ну и, безусловно, в размере 100% были исполнены наши обязательства по оказанию поддержки нашим районам. Туда тоже направлена, вот, в том числе и заработная плата, итого 1 миллиард 500. Были начислены такие надбавки до 150 тысяч, до 200? Это правда, что некоторым в отдельных учреждениях, учреждениях, да, имело место, достигали такие выплаты. Это перерасчет. Да, несомненно. В результате перерасчета. Да, в результате перерасчета. Я еще раз хочу напомнить о том, что в октябре месяце, значит, 28-го, были приняты решения парламентом в прошлом году о согласовании, значит, этих объемов, и тут же мы там в течение 10 дней постарались направить эти средства, ну, постарались и направили эти средства до получателей. Были, несомненно, и такие выплаты. Все зависит, еще раз говорю, в сфере образования от нагрузки, в сфере здравоохранения от дежурств, от почасовой заработной платы, ну, соответственно, в других направлениях. У каждого есть отраслевые особенности, отраслевая специфика есть, компоненты. И так нельзя расценивать, вот там заработная плата в системе, там, допустим, средняя заработная плата у врача должна быть там 34 тысячи рублей. Но это на самом деле 34 тысячи рублей, она средняя может быть, но у кого-то 17 может быть. Правда же? Ну, вот то же самое, да. как в образовании. У меня есть такая информация, которой ни у кого нет в этой стране. Сколько книг Кто издано? как? Книг. Сколько издано. книг? Очень интересно. И какие они книги? Академия наук, Институт гуманитарных исследований, Минпросвещения, Абхазгосиздательство.
Еще что? Абхазская энциклопедия. Наконец-то вышла абхазская энциклопедия. 4 миллиона рублей, да? 4 миллиона рублей на эти цели. Это нигде страна никогда в жизни не знала и не знает. В 2023 году сейчас будут расходы на 30-летие Дня Победы. Вот мы их тоже сейчас окрасим, будем все вести. Это для будущего важно. Вот сейчас нам помогают формировать такие расходы. Вот председатель комиссии, вице-президент нашей страны, он обратил внимание, а есть где-то собранные расходы за предыдущие периоды, юбилейные. И я нашел свои. Вот я и раньше так делал, и сейчас. Только за 20 лет. Вот как сейчас у меня написано, каждый расход, когда было 20-летие, сколько денег государство на эти цели потратило. 25 лет сейчас собирают, но это надо собирать с разных источников. Вот я хочу, чтобы в 2023 году, когда будем 30-летие, на будущее поколение оставить, как это надо делать, чтобы и расход человек увидел, потому что не забыть об этом. В прошлом году парламент утвердил бюджет страны в феврале месяце, даже не в первой половине февраля, так помнится, да? В этом году смогли принять бюджет до Нового года. Честно говоря, мы не ожидали, мы думали, что поскольку мы слышали о бурных обсуждениях, думали, что затянется процесс и, скорее всего, повторится прошлый год. Но этого не случилось, и своевременно был принят бюджет страны. Но, насколько нам известно, предлагалось очень много поправок. Хотелось бы знать, о каких поправках речь шла преимущественно, скажем так. Вот, да? Как депутаты отреагировали на проект, который они получили вот изначально, и как они проголосовали, и как удалось вовремя вот разрешить этот вопрос, чтобы перед Новым годом страна получила свой главный финансовый документ. К бюджету на 2022 год мы, 7-й созыв парламента, никакого отношения к принятию этого бюджета не имели. Это принималось 6-м созывом парламента. Мы принимали закон об исполнении республиканского бюджета за 2021 год и начали готовиться к принятию бюджета за 2022 год. Но вы прекрасно знаете, что парламент наш был сформирован только весной прошлого года, буквально полгода нам оставалось на то, чтобы заняться плотно, сформировать комитеты и заняться плотно законотворческой деятельностью. За этот период я хотел бы доложить нашим телезрителям. По рекомендации нашего комитета было принято 23 закона и 8 постановлений. Сформировали очень хороший комитет и состоят из таких депутатов, которые тщательно, не поверхностно, а тщательно хотят отнестись к рассмотрению всех законопроектов, которые мы получаем из администрации президента. У нас немало своих собственных законодательных инициатив. И вот когда мы, если возвращаться к принятому бюджету на 2023 год, когда мы получили этот бюджет, естественно, проект этого бюджета был роздан всем, и как бы желание у нас было такое создать системно. Ну, то знаете, есть взаимодействие было успели. таким, что да, что мы это успели рассмотреть, хотя изначально было желание некоторых депутатов, когда только получили и вынесли на комитетские слушания, у нас не хватило голосов рекомендовать для принятия в первом чтении, но как бы по регламенту все равно надо было вынести. Мы смогли убедить наших коллег о том, что мы являемся законодателями. Если нам пришел законопроект, мы как законодатели имеем право в него вносить изменения в виде принятия необходимых поправок. Эти поправки были сформулированы, большая часть этих поправок, они вошли в принятый бюджет. Мы обсуждали эти же поправки и с министром финансов, и с экономическим блоком правительства, и с администрацией президента.
Но наши поправки, поправки наших депутатов, они нашли свое отражение в принятом бюджете. С большим удовлетворением хочу отметить, что уже вот эта подготовительная часть, которая была проведена при обсуждении бюджета, она позволила без каких-то лишних проблем принять бюджет в установленные сроки и как бы своевременно. Ну, о поправках давайте, да? Вот о Да, поправках. поправки. Интересно, вот какие поправки предлагались? Поправки, ну, не понравились бюджетные показатели. Они посчитали, что бюджет полностью не раскрыт, значит, все цифры, хотя бюджет состоял из 900 страниц, кажется, да? Да, но недостаточно раскрыть для того, чтобы было понятно ее и доходная часть, и расходная часть. Ну, мы работаем первый год, я сам, как бы, да, не имею большого опыта законотворческой деятельности, это первый год, я думаю, что у нас появятся у всех навыки, особенно у молодых депутатов, чтобы да, вот, нормально, правильно анализировать. Мы знаем, что вы не пиарились, но работали много по Да, результатам. мои коллеги, и я в том числе, мы посчитали нужным, что основная направленность расходной части бюджета должна быть связана. У нас две проблемы, у нас безопасность и обеспечение, энергообеспечение страны вызывает очень серьезные, как бы, да, претензии. И вот мы постарались внести в расходную часть бюджета существенное увеличение на содержание и материально-техническое обеспечение Министерства обороны и РУП «Черноморэнерго». В результате вот этих принятых решений я как бы, да, с удовлетворением хочу отметить, что практически на 37%, да, увеличится денежное довольствие наших военнослужащих, и дополнительно к тем ранее принятым решениям и к тому бюджету, который был, еще 100 миллионов дополнительно будет направлено на материально-техническое обеспечение Министерства обороны. Да. Вот вокруг фонда инвалидов был ажиотаж, у депутатов были вопросы к их бюджету. Как разрешилась эта история? Претензии, они в основном заключались вот в виде единичных каких-то определенных случаев, да, вот кто-то обратился за помощью, кому-то нагрубили, кому-то не так оказали помощь. Сам фонд и все остальные внебюджетные фонды вот за прошедший 22 год, они, вот я могу характеризовать так, что они очень хорошо поработали. Все показатели, все плановые показатели и все те задачи, которые перед ними стояли, были выполнены и как бы и перевыполнены. Все обязательства этих фондов. Была у нас приятная миссия к концу года. Дополнительно полученные источники этих фондов мы в ускоренном порядке, да, вот, распределяли и разрешали для расходования этих фондов. Это фонд обязательного медицинского страхования, и все остальные фонды. Фонды инвалидов, да, в том числе Владимир Валерьевич отметил цифры, я возвращаться к этим цифрам не буду. Я могу только вот предварительно изучив итоги выполнения бюджета за 2022 год, я могу как бы, да, констатировать, что эти цифры, они действительно, они есть. У нас впереди вместе с Владимиром Валерьевичем как бы нам надо принимать закон об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Будет каждая цифра по тому, как прошел у нас бюджет 2022 года, каждая цифра будет проверена по нашему поручению контрольной палатой. Контрольная палата будет давать свои заключения и свои рекомендации. Мы это все будем очень тщательно изучать. Вопрос, как раз таки вы упомянули Минобороны, что на 37% вы сказали, да? по-моему? Да, где-то, да, в Да, районе но вместе 30. с тем, в то время, когда принимался бюджет, был такой некий ажиотаж, споры по поводу того, что Минобороны, наоборот, сократилась
финансирования, в отличие, допустим, от госаппарата. То есть были такие вот разговоры, насколько это правда, неправда, что якобы Миноборону как раз-таки с учетом сегодняшних реалий, да, то есть наоборот чуть ли не сократили или недостаточно финансировали, а в пример приводили типа там госаппарат якобы увеличили. Нет, ну, Минобороны на тоже это 41 бюджетное миллион, учреждение Министерства обороны. Эта сумма у нас в конце прошлого года к нам обратился, к спикеру парламента обратился министр обороны. Вы знаете, что происходит вокруг нас, какие события развиваются. Видимо, настала и назрела необходимость в том, чтобы как бы помочь Министерству обороны. Обратился к нам министр обороны. Мы в спешном порядке направили на дополнительно 100 миллионов, да, разрешили Министерству финансов профинансировать 100 миллионов. Это была единовременная как бы, да, транзакция на повышение как бы, уровня Ну, просто они говорят, что обороны, этого мало. да, боеспособности. Что этого мало, учитывая Да, вот, да, мы знаем, что внешнюю угрозу. мы абсолютно знаем, вот был у нас комитет по обороне, мы были туда приглашены, в работе этого комитета по обороне принимали участие сам министр обороны, у нас новый начальник генерального штаба, очень компетентный генерал, и как бы, да, мы знаем о тех проблемах, которые есть в Министерстве обороны. Эти проблемы мы должны решать совместно. Все проблемы мы не решим, мы не должны как бы, да, вводить в заблуждение нашу общественность, наших телезрителей. Мы в плане обеспечения безопасности мы должны очень сильно, вот как бы, да, мы отмечали это в парламенте, очень сильно должны поработать над военно-техническим сотрудничеством с Российской Федерацией. У нас есть заключенный договор между Российской Федерацией и нашей страной, в рамках которого мы как бы, да, должны усовершенствовать свои возможности в плане обеспечения нашей безопасности. Вот вы говорите, что за короткий срок, не имея такого опыта, смогли, да, провести такую большую серьезную работу и к сроку подготовить проект о бюджете. Экс-депутат абхазского парламента Натали Смыр в одном из своих интервью недавно назвала новый бюджет Абхазии, я цитирую, пародией главного финансового документа страны. Что вы на это ответите? И вот вторая часть моего вопроса. Наталья Викторовна была председателем комитета по бюджету, как вы сейчас, Беслан Викторович. Хочу знать, вот за прошлые годы какие были инициативы или же были приняты какие-то законопроекты, которые позитивно повлияли на развитие экономики или же увеличили финансы страны? Ну, я не знаю, насколько корректно комментировать как бы моего бывшего коллегу, но я вот, работаю в органах исполнительной власти очень много лет, тех прорывных бюджетов, да, вот в период депутатства Натальи Викторовны, я как бы таких прорывных Современная бюджетов... история Абхазии не знает. Современная история Абхазии не знает. Да. У нас есть тот бюджет и те финансовые показатели, которые они у нас есть. Другого у нас нету. Желание иметь другой бюджет, другие показатели, другую собираемость и по доходной части, и по расходной части, обеспечить все наше население и социальную сферу, конечно, у нас мы с этими намерениями избирались, мы шли туда, мы знаем, как большую часть этих вопросов решать. И наша экономика, и наша финансовая сфера, она очень сильно зависит от того, что происходит вокруг нас. Есть, наша страна выстояла 30 лет, и вот есть современные какие-то способы управления нашей экономикой, нашей финансовой сферой. И у нас есть определенное видение решения этих проблем. И существенное увеличение нашего бюджета, они могут быть связаны только с началом цифровизации всех отраслей, в том числе и финансовой сферы, и экономики,
и фискальных служб. Мы должны, бюджет в основном формируют как бы наши фискальные органы, это основные показатели выполнения бюджета зависят от Министерства по налогам и сборам и от Государственного таможенного комитета. Автоматизация администрирования этих вот служб, этих ведомств, оно позволит существенно увеличить те поступления, которые будут в наш республиканский бюджет. Роберт затронул вопрос, когда он говорил о проблемах там, финансирования обороны, он затронул проблему финансирования органов государственной власти. Да. На самом деле, вот в последнее время, пока вот обсуждался проект нового бюджета, очень много было разговоров в социальных сетях, вот обсуждали этот вопрос. Понятно, что в суть вопроса вникают немногие, но мы, например, пока еще не видели тогда текст закона, вообще не были знакомы, скажем так, вот с этим проектом бюджета и начали говорить о том, что сумма, заложенная в бюджете на финансирование государственных органов, превосходит сумму собственных доходов государства. Вот прямо вот, честно говоря, человек, который сразу же наивно поверит в это, его не возмутить это не может. Вот поэтому можно разъяснить этот вопрос. У Вообще, нас в чем вся правоохранительная дело? сфера, она финансируется из средств как бы, да, российской помощи. Это не средства нашего как бы бюджета, это Министерство внутренних дел, это как бы, да, софинансирование по культуре, по образованию. Это же идет софинансирование, это не наши собственные бюджетные возможности. Да, вот это когда все вместе получается, да, вот если это все наложить друг на друга, оно может как бы, да, для тех людей, которые не знают тонкости, да, может действительно как бы получиться такая картина. Но это, я думаю, когда не так. говорят органы государственной власти или государственные органы, государственный аппарат, люди как это понимают? Чиновничий аппарат, который управляет. Вот они считают, что именно на оплату их труда вот выделяется такая огромная сумма. На самом деле, что это значит? Да. Что это за статья бюджета? Да. Общегосударственные вопросы включают в себя, это общегосударственные вопросы, это как раздел расходов, включают в себя на 2000, в частности, на 2023 год такие расходы, как расходы на проведение мероприятий по празднованию 30-летия, расходы на мероприятия по реконструкции, переселению жителей дома аварийного по улице Назац. В городе Сухум. Я объемы скажу, объемы. 150 миллионов рублей – это мероприятие по празднованию 30-летия, 330 миллионов рублей – это по, значит, переселению, там, реконструкции, модернизации, в зависимости от того, что там потребуется, расходы на этот дом. Ну, структурно, когда смотришь, это, конечно же, не так. Ну, это же разумеется. И расходы на государственных чиновников, как таковых, у них, у каждого министерства, у каждого ведомства есть функциональные свои обязанности. Они складываются не только из расходов на заработную плату. Мы все прекрасно знаем, какой фонд оплаты труда. Там еще и цели и задачи, которые обусловлены их постановлением, их положением. Их надо реализовывать. Но если соотносить к расходам обороноспособности страны, ну, конечно, 23-й год, да и 22-й год, я хочу сказать, что средства на обороноспособность страны были выше, если прямо говорить, расходов на чиновников. Ну, это очевидные вещи. Просто общегосударственные расходы, туда все погружается. И то, что я сейчас сказал, 150 на празднование, там, 330. Если эти расходы вычленить, это же не на чиновников расходы. Да? Разовое. Ну, конечно, это мероприятие срочного характера, как говорится. Людям негде жить. На 1 год. Завтра этих расходов уже не будет. Но завтра, в 2024 году, точно расходов не будет на празднование Дня Победы. Правильно?
30-летия. Но если в текущем году закончится мероприятие по дому Назадзе, в 2024 году не будет их. Ну и вот, то есть я к чему хочу сказать, о том, что это структурно надо внутри посмотреть. А что касается обороноспособности страны, конечно, только надо говорить о цифрах, там соответствующие режимы есть, значит, обеспечение подачи информации. Да, в этом смысле. Ну, 2020 год, там 385 миллионов рублей целиком на эти цели. 2023 год 670 миллионов, 673 миллиона. 674 миллиона, прошу прощения. Ну, практически в 2 раза. Практически в 2 раза. Но что самое интересное, в 2023 году из вот этих сумм в 2 раза, из вот этих 300 там, с лишним, 200 только в 2023 году рост. 200 миллионов в 2023 году. Я почему так подробно на этом останавливаюсь, там очень много других еще расходов, которые подлежали, значит, внесению изменений. Но там есть и другая сторона. Там законодатель предложил, значит, обеспечить повышение доходов бюджета. Я так полагаю, что в 2023 году путем совместной работы, взаимодействия с представительными органами власти, в данном случае с парламентом, будет идти работа именно по достижению этих целей. Потому что парламент предложил увеличить доходы республиканского бюджета на 229 миллионов рублей. Ну, мы теперь все должны, все вместе причем, потому что это общее дело, обеспечить это выполнение, чтобы и профинансировать обороноспособность, 289, да, обеспечить обороноспособность, обеспечить другие расходы, ну и так далее. Я так полагаю, что мы достигнем этот результат, ну и другие нормативно-правовые акты, которые вытекают из законов. Это очень важная и кропотливая работа. Дело в том, что если этим не заниматься, ну вот у нас не меняются ставки налогов уже 30 лет, ставки налогов. Сейчас нет такой необходимости говорить об их изменении, там, увеличении, уменьшении, но как время показало и как экономические показатели свидетельствуют, там точно надо менять ситуацию. Очень активно ведется разговор об изменении ситуации с льготами, да? Да. Налоговые льготы, другие преференции, которые не приносят результата. Ну вот то, во-первых, там в отдельных случаях наблюдается социальная несправедливость, ее тоже надо ликвидировать. Вот. Это очень важные вещи. Любая предоставленная льгота, преференция, это называется на бюджетном языке, я считаю, так, в принципе, налоговый расход. То есть это то, что не дошло до бюджета. Вот. Но если это несет характер, как говорится, который приведет к экономическому росту, ну это одна сторона. Но если это хронически, просто как в качестве материальной поддержки доводится, ну, наверное, здесь надо посмотреть, да, внутри, что там происходит. Я говорю, в частности, о льготах, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги. Об этом очень часто говорим. Значит, к этому надо будет подходить очень внимательно, осторожно. Там отдельные категории граждан, на наш взгляд, уже могут, с учетом темпов роста заработной платы, ну, надо, наверное, менять эту ситуацию. Владимир Валерьевич, вот мы говорили, вот я спрашивала о поправках. Насколько я знаю, многие депутаты обсуждали такой вопрос. В разных разделах у вас есть статья, где написано «другие расходы» и т.д. Да? Другие расходы, сейчас я не помню, в каждом разделе разная формулировка. Вот эти другие расходы, когда ты видишь эти цифры, ты думаешь, что это такое вообще? Эти другие цифры, это почти иногда даже больше, чем и так далее. Ну, что это такое? Поэтому что это такое? Совершенно верно, на самом деле. Ну, прежде всего, вот я тоже повториться хочу, Беслан Викторович об этом сказал. Проект бюджета формируется на основании законодательства нашей страны, законов республики, нормативно-правовых документов и представляется в составе проекта
бюджета и с соответствующими приложениями и материалами к бюджету. На 900 страницах был представлен проект бюджета на 2023 год, включая в том числе и объемную пояснительную записку, в которой к каждому разделу приводится расшифровка вот тех расходов, которые классифицируются в бюджете как другие. Ну, я приведу пример. Да, вот еще раз вернусь к этому, на это сразу обратили внимание. К примеру, другие общегосударственные вопросы, ну, все как бы к органам государственной власти. Другие общегосударственные вопросы, 695 миллионов рублей. Другие общегосударственные. Но если мы начинаем рассматривать других общегосударственных вопросов в соответствии с законом нашей страны, так называемым бюджетным законодательством, 150 миллионов рублей, прошу прощения, это празднование Дня Победы. 330 это Назадзе. Вот. Аварийный дом, чтобы да, люди понимали. Аварийный дом, да. Различные другие мероприятия и много разных других прочих расходов, в том числе расходы как таковых учреждений. Еще раз повторюсь, вот я могу процитировать. Их расписывать нельзя, чтобы люди как-то Я только что сказал. Да, я думаю, что многих наших коллег это смущает, это действительно так, и я думаю, что в той форме, которая представляется, к следующему году можно, чтобы как бы, да, не перечитывать 900 Нет, страниц. ну я сейчас поняла вообще, в чем дело, но дело в том, что, ну, таких, как я, наверное, много, которые так хорошо, ну, не разбираются в конструкции бюджета и так далее, поэтому я понимаю, что 900 страниц каждый из нас не прочитает, 900 страниц. Мы читаем, ну, вот уже когда готовый закон, который подписал президент, парламент принял, президент подписал, и там, сейчас не помню сколько страниц, ну такая кипа, но тоже не маленькая, да, и это тоже читаешь с трудом, а вот 900 страниц невозможно. В структуре расходов я читаю то, что президент представил из 900 страниц. Мы должны все работать. Да. В структуре расходов предусматриваются прочие, другие общегосударственные. Управление госдачами, полностью функционирование управления госдачами 28 миллионов. Благотворительный фонд первого президента 5,8 миллионов. Вот я говорю, что такое другие, в данном случае как чиновник. Расходы общественной палаты 2,2 миллиона. Госучреждение Кадрастовая палата 6,3. Аппарат уполномоченного по правам человека 5,6. На функционирование деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка, ну и так далее. Международно-культурный деловой центр, Совет старейшин, Республиканский совет ветеранов. Вот это и есть. То есть многие практически статьи, они объединяются в одну общую. Да, это такой закон, это классификация. Ирина Шотовна, но в любом случае надо учесть пожелания депутатов, и я думаю, что к следующему бюджету, как бы, да... Будет двухтомник. Нет. Мы, кстати, это не просто 900 страниц. Учить надо. Вот ту таблицу, которая, да, а мы обязаны это учить, мы законодатели, нам дали, это вы не должны, но мы должны, это наша работа, как бы, да, за это нас... 900 страниц это в 2 томах мы представили. Ну, вот это будет, конечно, в 2 томах. Трилогия, вот следующая. Ну, перевыполнение бюджета 2022 года было достигнуто в основном за счет налогового администрирования, Конечно. скажем так, да? Налогового администрирования. таможенного. Но я хочу спросить, прежде всего, у депутата, кстати, вот объективные, означает ли это, что, ну да, хорошие цифры, хорошие показатели, но это предел или вообще это объективные цифры? Как вы думаете? Мы можем говорить только о положительной динамике роста собственных доходов нашего бюджета, и республиканского бюджета, и бюджета районов. Администрирование за эти как бы несколько лет сильно улучшилось. Но это не означает, что очень большой доли нашего
как бы, да, вот, нашей экономики не находится в тени. Нашей главной задачей, задачей государства, задачей как бы законодательного органа принимать соответствующие законодательства в плане автоматизации, администрирования, в плане принятия законов, которые будут обязывать автоматизацию администрирования. Что это означает? Вот, например, предыдущим созывом парламента был принят закон о внедрении контрольно-кассовой техники. Кстати, с 1 января 2023 года, значит, мы должны начать, и исполнительная власть должна начать внедрять контрольно-кассовую технику по всем субъектам хозяйствования. Мы должны, если мы хотим формировать, вот мы сегодня говорим о практически о перевыполнении всех плановых показателей, предусмотренных, да, вот в бюджете 2022 года и по республиканскому бюджету, и по районным бюджетам, и по внебюджетным фондам есть существенное перевыполнение плановых показателей. Это большой успех, это несомненно, но это далеко не тот бюджет, который должен быть в нашей стране. Я считаю, что нашей целью должно быть и законодательной власти, и исполнительной власти. Скоординировав свои усилия, мы должны подходить к бюджету и в 20 миллиардов, и в 25 миллиардов. Я считаю, что эти суммы не космические, они возможны, если мы автоматизируем администрирование. Когда мы говорим о формировании бюджета и внебюджетных фондов, у нас из поля зрения как бы соответствующих органов у нас выпали люди, которые работают. У нас должны по законодательству устанавливаться гражданско-правовые соглашения со всеми людьми, кого предприниматели нанимают на работу. Да, это частный бизнес. Вот если мы вот такие же отношения, как в государственных структурах, государственно-правовые отношения должны как бы, да, заключаться с нашими людьми, которые работают в ресторанах, в каких-то у индивидуальных предпринимателей, в сфере торговли, строительства. Везде люди должны быть устроены, и с них должны платиться соответствующие налоги. Сейчас это не так? Ну, сейчас оплачиваются эти налоги, но это далеко не те суммы и далеко не то количество людей, которые фактически работают значит, в сфере бизнеса. Особенно летний период. Нам нужно как бы автоматизировать, администрировать всех туристов, которые заезжают в нашу страну. Да? Вот, мы можем только радоваться тому, что существенно увеличились доходы от этого вида бизнеса в наш государственный бюджет. Но насколько объективны эти цифры, да, вот, это вторая сторона вопроса. И государство должно создать такие условия, при котором оно будет знать, что цифры, которые показываются этими предпринимателями, они объективные, они реальные, и, значит, ничего не укрывается. То есть это вопрос не стоит об ужесточении налогового администрирования, вот, об ужесточении вот, из-за бюрократизирования вот этих вот, да, вот, наших предпринимателей. У нас государство и ее исполнительные органы, мы как законодательный орган, мы должны принимать законы, исполнительные органы должны помогать нашему бизнесу развиваться, зарабатывать деньги, но у бизнеса есть задача платить налоги, да, установленные налоги. И эти налоги будут формировать совершенно другие суммы, как бы, да, которые будут формироваться в нашем бюджете. Это очень важно. Мы должны научиться администрировать. И только автоматизация администрирования позволит существенно увеличить наш бюджет. Есть, несомненно, я не говорю, эти цифры все нереальные, перевыполнение есть. Есть очень серьезные показатели в доходной части нашего бюджета. Но и наше население, да, вот, и наши телезрители, которые сегодня смотрят, они думают, вот пришел председатель комитета с министром финансов, похвастались, что они хорошо поработали, да, а вот к тому вопросу, да, мы реально на себе вот как бы
это далеко не то, что нужно, не тот бюджет, который нужен нашей стране. Понимаете, мы вот это Да. должны быть совершенно другие суммы, другие цифры, без автоматизации, администрирования налогового, таможенного, да, и вот без учета тех людей, которые реально работают. Не может у нас, по официальной статистике, не может быть у нас такого количества безработных. Понимаете? Так не бывает. У нас нету, слава богу, как бы, да, голодных обмороков, да, люди живут, и есть проблемы, о них никто ничего не скрывает, но у нас каждый, кто где работает, он должен знать, что он когда-то состарится, ему надо выплачивать пенсию. Если человек прожил жизнь там, до 60, до 70 лет, до пенсионного возраста, а за всю свою жизнь не заплатил от своей заработной платы ни рубля в пенсионный фонд, требовать на старости, да, вот у государства, дайте мне пенсию, и почему она такая маленькая, ну, наверное, как-то нелогично. Или это всё. бесплатное Да, обслуживание. и бесплатно надо его обслуживать, бесплатно его надо лечить. Эти средства откуда-то должны появиться. Значит, Нам надо серьезно подумать. Мы законодательно к этому будем готовиться. У нас есть проекты определенные на 2022 год, и мы совместно вот по бюджету, если мы говорили, я думаю, что мы с Министерством финансов вот в тесном взаимодействии мы должны готовить и новый проект бюджетного кодекса, мы должны учесть пожелания наших коллег-депутатов, да, вот, и бюджетное планирование у нас должно быть, у нас должен быть налоговый кодекс, у нас должен быть, вот мы получили уже на рассмотрение таможенный кодекс новый, и вот в плане совершенствования законодательства в этом направлении у нас и велась, и в этом году будет вестись очень большая работа. Немаловажное значение имеет работа и функционирование банковской системы в нашей стране. По автоматизации, по существенному расширению банковских услуг у нас уже приняты определенные законы, и на этот бюджетный год у нас тоже в проекте принятие нескольких законопроектов, которые существенно улучшат банковское регулирование. Вот Владимир Валерьевич, видимо, забыл, мы с января 2022 года ввели электронно-цифровую подпись в действие, да, электронно-цифровую подпись. Мы в этом году, используя возможности электронно-цифровой подписи, вы представляете, какое количество бумажного документооборота просто ушло в небытие. И в Министерстве финансов не было помещений, где эти бумаги все хранить. Мы ушли от этого. Мы должны вносить изменения в закон о бухгалтерском учете. И мы электронно-цифровую подпись в этом году должны внедрять уже по коммерческим всем структурам. Мы вносим изменения в Гражданский кодекс, который будет позволять заключать договоры с использованием электронно-цифровой подписи. И я думаю, что у нас в этом году появится банк онлайн, чтобы мы могли, имея карты АПРА, да, переводить друг другу деньги, расплачиваться в местах общественного питания, торговли, услуг. Вот эти задачи перед нами стоят, и большая часть этих задач, я очень сильно надеюсь, что в этом году, парламент и мои коллеги, они настроены на то, чтобы и понимают необходимость и важность. Я думаю, что мы это все примем. И сегодня сложилась такая уникальная ситуация, при которой и исполнительная власть, и законодательная власть видят необходимость решения, да, очень многих задач, которые по каким-то причинам они откладывались, и мы опаздываем, да, политически бурные события, они чуть-чуть отвлекли нас от всех спасибо. этих дел. Беслан Викторович, Да. спасибо большое. Вот если я правильно поняла вас, значит, есть в тени экономика, или же есть доходный ресурс, доходный потенциал в нашей экономике, и его надо вытаскивать. И, кстати, об этом многие годы говорят, но, видимо, сразу это все вытащить не удается, и
Я надеюсь, что зритель понял вас правильно, и он не думает о том, что вот кто-то, и депутаты, и исполнительная власть сейчас пытаются задушить там предпринимателей там, и так далее налоговым прессом. Я, как понимаю, речь идет о том, чтобы создать такую налоговую систему, которая автоматически будет разрушать коррупционные схемы. Конечно. Мы прекрасно понимаем. Я так думаю, что налоговые чиновники, ну, я сейчас не могу сказать, какой процент, но определенный процент все равно замешан в каких-то коррупционных схемах. По крайней мере, они укрывают какие-то налоги и так далее. Мы же знаем, что во многих коммерческих организациях есть люди, которые получают заработную плату там 100 тысяч, и, может быть, даже больше получают, да? Там в ресторанах, еще где-то и так далее. И люди абсолютно ни одного рубля не платят в порядке налога. И в то же время мы, бюджетники, которые получаем заработную плату там 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, мы платим неподоходные, остальные налоги тоже. То есть куда развиваться, и у вас, в принципе, амбициозные планы, но в законодательном ключе. То есть вы будете создавать законы, которые сформируют вот эту новую налоговую систему. Правильно все суммирую? У нас уже есть проект закона о валютном регулировании, у нас уже есть проект закона об упрощенной системе налогообложения. Я хочу сказать нашим телезрителям, что никоим образом речь не идет об ужесточении налогового законодательства, увеличении процентных ставок, которые действуют у нас идет совершенствование администрирования. Это самая главная наша задача. Согласно соглашению, финансирование российское с каждым будущим годом будет уменьшаться, соответственно, это будет нагрузка, как мы понимаем, на наши местные финансовые возможности, насколько это по силам нам. И бюджет учитывает вот этот момент. Да. В бюджете учитывается момент софинансирования, его сокращения, и какая-то идет подготовительная работа, какой-то фундамент заложен или как? Да, несомненно. Прежде всего, опираясь на законодательство нашей страны, на межгосударственные соглашения, межведомственные в развитии межгосударственных соглашений, на территории нашей страны реализуется 6 таких документов, из которых 3 документа попадают под режим софинансирования. Наверное, самый масштабный – это софинансирование повышения заработной платы работников в бюджетной сфере в социальной направленности, о которых мы ранее говорили. В 2022 году такой уровень софинансировался в объеме 15%, то есть 15% из повышения платила Республика Абхазия, 85% платила Российская Федерация путем предоставления средств финансовой помощи. В соответствии с соглашением, подписанным двухсторонним между двумя ведомствами, вернее не соглашением, а протоколом, соглашение базовое в 2015 году и ратифицированное в 2022 году, текущий год будет софинансироваться 35% Республика Абхазия, 65% Российская Федерация. Да. Следующий год, через год я имею в виду, 24-й, 15 Российская Федерация, 85 Республика Абхазия. К чему это? Большая ответственность. Да, несомненно, к этому же надо готовиться. Естественно, все расчеты были проведены, но это абсолютно не говорит о том, что финансовая помощь сокращается на эти цели, на софинансирование, но она сокращается как таковая вообще. Финансовая помощь, разумеется, да. Финансовая помощь, это же самый главный социальный расход, да, это заработная плата. Она начинает работать в отношении стимулирования. Средства будут перераспределяться в процентном отношении все больше на Республику Абхазия, а уменьшающие объемы будут заполнять развитие поддержки отраслей экономики.
Вот, Интересно. да, и 2023 год именно такую картину и нам показывает. На поддержку отраслей экономики за счет средств российской финансовой помощи будет направлено 180 миллионов рублей. Таких позиций не было. Вот. То есть у нас уменьшится доля российской помощи на заработную плату, увеличится на поддержку отраслей. То есть здесь механизм получается уже вовлечение государственных средств в отрасли экономики. В социальную сферу с 16-го оно и будет продолжаться, естественно, но уровень будет немножко другой. Вот что будет происходить, начиная с 2000... Вы это учли вот в бюджете нового года? Да, вот в несомненно, новом конечно, бюджете? да, До этого не было такого, да? Вот эта проблема софинансирования, чтобы... Не, до этого было 15%. было 15%, да, оно уже да, учтено то есть было. существенно, да. Оно уже учтено. Вот. Я несколько слов хотел бы сказать, вот, значит, в отношении основных, наверное, направлений, о чем сейчас только что Беслан Викторович говорил. Но самая главная задача – это повышение макроэкономических показателей, да, стабильности бюджетной системы. Вот это успешное, значит, положение в бюджетной системе нам позволяет вот такие показатели, значит, наблюдать. Я к чему об этом говорю? Потенциала, несомненно, еще много. Это очевидные вещи. Говорить о том, что вот это все возможности нашей страны, это не так. Поручения президента Республики Абхазия по мобилизации задолженности, по увеличению доходов бюджета, они постоянны. Мы постоянно этим занимаемся через совершенствование законодательных там актов. Это все очень важно, но при этом есть еще очень тоже важная позиция, такая как наличие задолженности по платежам в бюджет. То есть уже событие, когда произошло, есть задолженность. У нас, на мой взгляд, сегодня достаточно большой уровень по отношению даже к таким доходам, как 8 миллиардов рублей по 2022 году. Большая задолженность есть перед бюджетной системой. Здесь тоже очень много надо над этим работать. Она есть объективная, есть та, которая уже не будет признана к взысканию. Там много разных особенностей в этом смысле. Но проводя вот эту политику по мобилизации доходов по поручению главы государства, нам удалось, правда, время понадобилось. Мы, откровенно говоря, думали, что и в 2022 году это не получится, поэтому предложили законодателю дополнительно предусмотреть на поддержку пенсионного фонда 20 миллионов рублей. Думали, что не получится. Но вот эта вот масштабная продолжающаяся работа по увеличению администрирования, по качеству его, привела к тому, что Пенсионный фонд стабилизировал ситуацию и в 2022 году полностью погасил задолженность перед пенсионерами. Она возникла с отрывом в ковидный год. 1,5 года мы никак не могли месяц в месяц выплачивать. В 2022 году, наконец-то, и я хочу проинформировать, что на самом деле 20 миллионов рублей оказались как подушкой безопасности. Они не понадобились пенсионному фонду. Но, учитывая, что риски все-таки могли быть, законодатель принял решение в 2022 году еще добавить 20 миллионов. И мы направили эти средства. И они сейчас находятся в качестве безопасной подушки в пенсионном фонде. Ну вот сегодня уже там пенсии выплачиваются за январь месяц. Вот такие меры, когда предпринимаются, они позволяют видеть такие результаты. Ну что самое главное, на мой взгляд, уже в отношениях, не в том, чтобы там обращать внимание только на показатели. Что самое главное в этом, появилась вот эта обратная связь с налогоплательщиками. Это очень важно, потому что мы начали применять такие методы, да, и формы, когда бюджетные средства направляются в организации, которые оказывают услуги, там, выполняют работы, реализуют товары для государственных нужд, преимущественно при отсутствии задолженности перед бюджетом. Ну, это хорошая мера, на мой взгляд. Тебе гарантирует государство государственный заказ, но ты не должен иметь задолженность перед бюджетом. Это, наверное, тоже очень важный аспект.
Вот. Гарантия составляет в объеме 100%, там авансирование идет, потом полная оплата. То есть в этом ключе у нас появляется очень... становится таких налогоплательщиков все больше и больше. И, кстати, хочу обратить внимание на сайт Министерства по налогам и сборам, где там есть в определенном разделе добросовестные, по категориям разбиты, добросовестные налогоплательщики. Вот. И прежде чем отправлять средства на те или иные цели, мы обращаем внимание на этот раздел. Ну, добросовестный ли он или недобросовестный? Там же есть риск потерять эти бюджетные деньги. Потому что, направляя деньги на оплату услуг для государственных нужд, эти деньги придут на счета этой организации, а там стоит инкассовое поручение Министерства по налогам и сборам. Эти деньги будут списаны, а услуга государству не будет оказана. Для многих предметом критики, многими, скорее всего, да, правильнее сказать, становится резервный фонд президента. Вот если можно коротко вот объясните, вот для чего резервный фонд? Я в свое время, помню, очень жестко критиковала Хаджимба, и в том числе в связи вот с президентским фондом. Почему? Я не задавалась вопросом, что вот, для чего вообще он не нужен, не в этом смысле, а в том плане, что, значит, это тоже, я так думаю, что финансовое явление. Финансовое явление, не просто вот захотелось и сделали резерв. Значит, для чего-то нужно, для чего нужно, вы скажете. Но прозрачность распределения, вот это важно. И вот поэтому хотелось бы, вот, чтобы вы объяснили, для чего резервный фонд президента? Спасибо за вопрос. В структуре расходов любого бюджета, в данном случае, если речь идет о резервном фонде президента, значит, любого бюджета государства, где есть президентская власть, существует резервный фонд президента. Что это такое? В резервный фонд президента из резервного фонда президента могут и должны направляться средства на реализацию мероприятий, которые не могли быть предусмотрены в период формирования бюджета. Не могли быть. Ну, к примеру, я сразу приведу эту позицию, так, как говорится, коротко. Стихийное бедствие. Ну, его ж точно невозможно, не дай бог, да, предусматривать. Не могли быть предусмотрены при формировании бюджета. А их ликвидация последствий, да, ликвидация последствий стихийных бедствий и других мероприятий не может быть отложена на следующий финансовый год. А теперь я второй пример могу привести. Оказание материальной помощи на лечение граждан. Мы же не можем 24-й год ждать, чтобы в программу там куда-то добавить, предусмотреть или еще что-то. Вот эта вот оперативность, маневренность, которую предоставляется за счет средств резервного фонда президента, она позволяет решать вот эти объективные такие и очень важные, насущные, ну, в данном случае, безотлагательные вопросы. Совершенно справедливо. Вы задали вопрос, а как же они используются? Я даже собой всегда при подготовке любой информации о бюджете, я всегда имею с собой отчет об использовании средств резервного фонда президента и резервного фонда Кабинета министров. Аналогичные направления, правительство в своем направлении, глава государства в своем направлении. Подробный отчет с указанием номера документа, даты, цели и средств, объема средств предоставляется главе государства, соответственно, по резервному фонду Кабинета министров, в правительство республики, в народное собрание. Я с уверенностью могу сказать о том, что расходов, связанных с текущими расходами функционирования деятельности администрации президента или самого президента, или там, да, командировочные расходы, как вот мы иногда там
слышим, либо расходы, связанные с представительскими функциями, за счет резервного фонда не обеспечиваются. На это есть смета администрации президента. Резервный фонд президента – это народный фонд. Вот оттуда выделяются средства, мы вот говорим, это публично все, здесь абсолютно свободный доступ к этому. Я так полагаю, что в текущем году аналогично объем предусмотрен, резервный фонд Кабинета министров там увеличен в 2 раза, со 100 до 200. Резервный фонд президента у нас остался в объеме 400 миллионов рублей. Вот я уже сказал, на какие цели направляется. Оказание материальной помощи нашим гражданам, по различным направлениям. Адресная помощь, лечение, и, разумеется, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть расходы, которые не носят масштабный капитальный характер, вот в данном случае, которые не формируют новую стоимость. Вот это в основном резервный фонд президента. Глава государства очень чувствительно и активно относится к рассмотрению вопросов о поддержке наших граждан. Мы вот каждый день получаем решение президента, направляем финансы на эти цели. Поэтому резервный фонд президента, там, где есть президентская власть, в каждой стране это существует, в каждой стране. И наша страна не И исключена. плюс проверяется Спасибо. контрольной палатой Вот, порядок разумеется. расходов. Была серьезная критика по поводу того, что прозвучала фраза «дефицитный бюджет». Я даже поинтересовалась, посмотрела на цифры. Минус 1,7 миллиардов рублей. Некоторые представители оппозиции даже сказали, что такого раньше никогда не было. Я, например, человек, который не слежу за цифрами ежегодного бюджета, решила, что что-то ужасное ждет нас впереди. Вот объясните, пожалуйста. На самом деле бюджет 2022 и 2023 года принят с дефицитом, ровно точно так же, как и бюджеты предыдущих лет. Что такое дефицит, наверное, так подробно не стоит объяснять. Это формирование расходов, которые превышают доходы. Прежде чем говорить о том, почему дефицитный, конечно, можно, по сути, формировать бюджеты бездефицитные. Тогда можно взять кучу расходов, множество расходов взять и сократить. Но эти расходы предусмотрены законами. Что такое бюджет? Бюджет – это форма образования это доходы, и расходование фонда денежных средств на финансовое обеспечение задач и функций государства. Тогда любой депутат, любой житель нашей страны скажет, а почему вот эти расходы не предусмотрены? Они же законом предусмотрены. Да. То есть в этом смысле бюджет формируется, я же еще раз повторюсь, на основании законов. Другое дело, то, что источник финансирования этого дефицита, мы же сейчас войдем в постоянную полемику. Представители системы образования будут говорить, почему вы не предусмотрели расходы, которые нужны на образование. Здравоохранение скажет, а у нас по закону о здравоохранении вот это надо, почему вы не предусмотрели? Поэтому предусматриваются расходы, которые могут образовать дефицит. В данном случае дефицит в 1,7 миллиардов рублей. Источники финансирования дефицита определены. Кредиты Национального банка, другие заемные средства будут использованы в случае необходимости. Но я хочу подчеркнуть особую вещь. 1,3 миллиарда, уточненный параметр дефицита бюджета 2022 года. Если исходить из логики, мы должны были у кого-то позаимствовать. То есть у нас по закону денег не хватает на 1,3 миллиарда. Мы должны взять, но с учетом того, как исполнился бюджет, с ростом на 1,3 миллиарда, нам не понадобилось. И мы обеспечили все расходы. Может, это не что-то новое, необычное Нет. для бюджета? Я еще о другой особенности хочу сказать в отношении дефицита бюджета. В этом чуть позже. В этом бюджете 1,7 миллиарда, из которых 1,6 миллиарда направляется на поддержку местных бюджетов.
То есть это дефицит, по которым сформировались расходы местных бюджетов. Сегодня, если у нас такой уровень доходов не будет поступать, и мы не сможем прибегать к заимствованию, естественно, мы сегодня наблюдаем за достаточно приличными остатками средств в бюджетах районов. Они будут использованы на эти цели. Ну и в конце концов, о чем я хотел сказать, наличие дефицита бюджета еще больше начинает стимулировать и группировать людей, которые принимают решения по поиску доходов. Это очень важно. Это хороший показатель. Когда деньги есть в бюджете, ну тогда хорошо. Тогда и расходы, тогда можно и законы принимать, которые увеличивают расходы, постановления правительства, ну и другие документы. А вот когда нет, вот здесь надо сначала обеспечить доходную базу, а потом уже говорить о будущем. Это еще больше стимулирует и заставляет представителей органов власти, которые заняты в том числе администрированием, разработкой программ, оптимизацией расходов, неэффективные расходы. Их тоже надо смотреть. Может, они сегодня будут потрачены, а принесут результат через 10 лет. Ну, давайте мы, может, посмотрим, может, какой-то расход есть, который сегодня надо обеспечить финансированием, и сегодня принесет результат. Ну, деньги надо направлять на программы, на цели, которые реально принесут быстрый результат. Вот в том числе и пополнять доходную часть бюджета путем привлечения вот таких мероприятий, как программы через инвестиции. Ну, получается так, что проект поддержка малого и среднего предпринимательства. Это со стороны предпринимателей, это часть инвестиций государства. И бюджет добавил. Вот сейчас организуется малый и средний бизнес, либо продолжен он, и мы получаем больше налогов в бюджет. Ну вот это эффективность. В конце года этот бюджет может еще и профицитным стать. Такое тоже Ну, может я быть. же привел пример 22 год. 1 200 000 у нас, 1 300 000 у нас уточненный дефицит, исполнение с профицитом. Потому что есть расходы, которые по определенным причинам, не то что определенным причинам, по факту они не востребованы. Ну, к примеру, скажем так, у нас предусмотрено на какую-то организацию энная сумма. Ну, не приняли они такие обязательства. Ну, скажем, штатное расписание у них состоит из 20 человек, а на самом деле они 10 приняли. Ну, это говорит о том, что 10 это уже не востребованные средства. На 10 штатных единиц уже не востребовано. Бюджет. Сейчас каждый, кто что-то знает, соображает по бюджету, пытается высказаться, да? Дать какую-то оценку, характеристику, использовать какие-то эпитеты и так далее, и так далее. Но для меня с вашей стороны, конечно, важно услышать другое. Мы все понимаем, что вы можете быть очень объективным человеком, и поэтому спросить у вас, что главное в этом бюджете новом, что для вас самое ценное и важное? В этом бюджете самое главное – это продолжение тех поставленных задач, которые имели место в предыдущие годы. Я о чем конкретно хочу сказать. Бюджет 2023 года намечен в продолжении основных направлений по реализации социально-экономической политики в нашей стране. Сохраняется реализация мероприятий и программ. 16 целевых программ ведомственных будут работать, то есть их становится еще больше. И 9 очень масштабных мероприятий. Объем у нас 1,9 миллиардов рублей на эти цели. Вот это очень важно, когда через эти программы достигается, по сути же, органы государственной власти предоставляют государственные услуги населению. Цель основная – улучшение качества жизни. Да? Мы об этом уже говорили. Вот через эти программы точно должна меняться ситуация к лучшему. Вот это, наверное, самое главное. Мы часто слышим о том, что бюджет развития – это не бюджет развития. Ну, все зависит от того, кто как понимает, что такое бюджет развития. Бюджет развития – капитальные расходы, которые приводят к увеличению стоимости, то есть деньги конвертируются в
в имущество. Ну, я вам хочу сказать, что если рассматривать с этой точки зрения, как диктует нам, как говорится, наука, бюджет развития, инвестиционная программа, вся бюджет развития. Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам в объеме 250 миллионов рублей. Это тоже позиция такая. Капитальные расходы внутри каждого ведомства на приобретение имущества, это тоже можно рассматривать так. Все зависит от того, кто как подходит и изучает сам бюджет. Это очень важно, я вот повторюсь, самое главное, направленность осталась. Направленность осталась на достижение уровня роста экономических показателей, экономики в целом. Поэтому эти 2 года были у нас намечены и реализованы в отношении подготовки нормативно-правовых документов. Очень надеемся на то, что 2023 год бюджетные задания у самых главных наших администраторов, таможенных комитета и Министерства по налогам и сборам очень амбициозные, с учетом того, что получили изменения в парламенте. Очень амбициозные, потому что по некоторым направлениям в 2022 году у нас не поступило столько средств. Но еще раз повторюсь, самое главное в бюджете мы нашли понимание и поддержку со стороны законодательной ветви власти на разработку документов, которые приведут к увеличению доходной базы абсолютно не без ущерба для налоговой нагрузки бизнеса. Надо справедливо подойти к налогообложению. Там есть много разных нюансов, компонентов, налоги на добавленную стоимость, налоги на имущество, в налоги на прибыль, ну и многих других вещей. Естественно, для того, чтобы такие задачи выполнять, нужно менять и таможенное законодательство, проект которого находится в парламенте. Это тоже очень важно. Развитие должно быть постоянно. В бюджете мы видим, что сегодня, если мы 16 программ в республиканском бюджете ведем на 1,3 программы мероприятия на 1,3 миллиарда рублей из тех 5, которые мы собираем собственные. Но это не маленький процент. Это мы говорим о том, что мы переходим на какие-то новые условия бюджетного планирования, бюджетного использования, исполнения бюджета. Вот что важно. Беслан Викторович, бюджет 2023 года, Беслан Викторович сказал об электронно-цифровой подписи. Это 100% развития. Точно. До этого, значит, разграничение расходов по видам этих расходов произошли. Это в 2020 году у нас были приняты такие решения. Сейчас очень активно ведется работа по казначейскому сопровождению. То, о чем я говорю, то, что сделано, вот оно уже увеличило доходную базу. Оно увеличило, с одной стороны, доходную базу, с другой стороны, начало исключать неэффективные расходы. И в отдельных случаях безрезультативные, где мы там видим, что можно перенести на более поздние периоды. Что важнее, приоритетность начала определяться. Есть распоряжение президента, об этом я говорил в 2020 году, да, о стабилизации бюджетной системы. Вот оно нам дало импульс для того, чтобы мы начинали определять приоритетность. И это до сегодняшнего дня работает, приносит ожидаемые результаты. Вот, наверное, что самое главное. Я говорю, бюджет, он народный, вот, публичный документ. С ним надо работать, и в его составлении должны тоже участвовать граждане нашей страны через, вот в данном случае они сейчас так и происходят, через законных представителей и вообще в принципе граждан, потому что завтра по этому бюджету будет жить наша страна, наши граждане будут жить. Реализация целевых программ. Я думаю, что нам удастся с этого года начать процесс цифровизации нашей страны, автоматизации деятельности всех госорганов. В этом плане предусмотрены определенные мероприятия, которые мы должны совместно осуществить. Вот если возвращаться к тем комментариям, которые были, да, для какого-то сервера там предусмотрели 50 миллионов рублей, там был еще комментарий
Это не сервер, это в стране будет государственный центр обработки всех данных, государственный ЦОД. У нас планируется автоматизированное оказание государственных услуг, открытие многофункциональных центров. Это все мероприятия, которые будут заложены, реализация этих мероприятий в техническом плане заложены будет в этом году. Наши граждане будут получать государственные услуги как бы дистанционно, в электронном виде. Наши госорганы должны перейти на автоматизированные системы администрирования. Вот это все вкупе создаст, я очень сильно надеюсь, я почти уверен, что мы все плановые показатели, несмотря на, на дефицит этого бюджета, и нам получится с Владимиром Валерьевичем, я надеюсь, да, похвастаться. В таком же составе да, мы соберемся к концу года. Да, похвастаться итогами нашей совместной деятельности, вот, когда будем подбивать итоги. Я думаю, что вообще через 10 лет, может, в другом составе, наверняка в этой студии или в другой, точно так же и будут другие цифры, другие параметры бюджета, да, но все равно вопросы принятия и исполнения бюджета, они будут обсуждаться очень тщательно, по этим бюджетам будет жить наша страна. И эти вопросы, которые мы сегодня вы нам задавали, на которые мы пытались ответить, да, и они будут актуальны много-много лет еще, Я тут размечталась, вперед, представила, что на следующий год мы соберемся здесь, в этой локации, но студия будет другая, более мы надеемся, что это через технологичная. месяц Что у нас тоже будет технологический прогресс. Да, у нас в этом плане, я человек-оптимист, и я уверен, что у нас все будет нормально, у нашей страны все получится. По поручению главы государства была разработана правительством целевая программа организация системы фото-видеофиксации на автодорогах республики с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики нарушений ДТП. Объем этих средств в первый год предусмотрен в сумме 40 миллионов рублей. Он находится в структуре расходов бюджета. Полагаем, что обязательно будет его реализация в ближайшее время. И рассчитываю на то, что в процессе реализации, если понадобится для таких целей изменять бюджетные параметры, мы выйдем с предложением, соответственно, это очень важно, да, очень важно, учитывая ситуацию, ситуацию на дорогах, да. Мы пока готовился бюджет, пока он принимался и так далее, переживали за себя тоже, за коллектив, поддержка в меру тех возможностей, которые были у государства, она есть, мы надеемся на еще больше, понятно, но, честно говоря, мы не только за себя болели, мы болели за медиахолдинг, главным образом мы болеем за газету «Опсна». Вот я надеюсь, что вот эта проблема будет решаться по-особенному, потому что наша единственная газета на государственном языке не должна находиться в таком плачевном финансовом положении. Я очень надеюсь на то, что поддержка с вашей стороны будет существенная. Если все высказались, я завершу. Надеюсь, что по многим ключевым вопросам удалось высказаться и министру финансов, и депутату парламента. Для меня еще было очень важно то, что почему-то я вот с каким-то страхом воспринимаю проблему софинансирования. Да, вот я начинаю думать, что вот завтра, послезавтра не будет софинансирования со стороны России. Я думаю, как же это возьмет на себя, да, эту часть, как это компенсирует, значит, наше правительство. И то, что соотношение в софинансировании изменилось в бюджетной сфере, то, о чем говорил Владимир Валерьевич, это очень важно, и мне кажется, что это очень важная тенденция. И есть у меня такое ощущение, что несмотря на то, что бюджет
не поменял свои общие конструкции. Бюджет это даже считается дефицитным. А важнее, наверное, другое. Важнее то, что есть определенные амбиции, они заложены в бюджете. Я вижу, что амбициозные планы вот хорошие есть у депутатов парламента тоже. Самое главное, мне кажется, что вот когда вот такой дефицит вот заложен, я не знаю, он предельный или не предельный вот для нашего бюджета, но в любом случае это же серьезная сумма. Мне кажется, что это вызовет напряжение всех сил. И это очень важно, потому что это усиливает ответственность тех, кто должен работать во исполнении нашего государственного бюджета. Спасибо, это была Аргама.